Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы вместе погадаем на такую тему. Кто из-за вас переживает? Кто этот человек и почему он переживает из-за вас? Также всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, загадывайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Давайте узнаем, кто из-за вас переживает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Ох, как переживает. Тут не просто переживает, тут прям, смотрите, слезы льет. Аж за бортик высыпался песок. Ох, как вы задели этого мужчину. Такое впечатление, что он кроме как о вас ни о ком думать не может. Мужчина высокий, хорош собой. Фигура у него такая ладная, статная. Представительный мужчина, интересный, он женщинам нравится. И вам он тоже в свое время нравился, а кому-то до сих пор нравится. Переживает этот мужчина из-за того, что вы его к себе не подпускаете, что вы вот какой-то туман вокруг себя распустили, заборы тут всякие построили, то ли вы его заблокировали, то ли вы его послали куда подальше. Да так, что теперь на пушечный выстрел не подойдешь. Ой, как вы его жестко. Ой, жестко. Еще как-то молнии его ударили. Какие-то слова вы ему сказали. Ну вот то ли точно послали, то ли сказали, что вот не прощу, не подпущу. Или жестоко отомщу. Что-то вы ему сказали. Такое прям не то чтобы обидное, а да, костей пробирающие, понимаете, вот какие-то слова вы ему сказали. И он, бедненький, не знает, куда ему деваться. Как ему отмотать, вот как время хочет отмотать, как хочет из одной точки в другую точку вернуться. Не иначе, как путешественник во времени. Что-то, скорее всего, он такое сделал, что вы теперь его простите и не можете, и не хотите. Что вы его как куда-то вот пошел на небо за звездочкой, да, не желая ни видеть, ни слышать. Какие-то слова, что вы ему такое сказали? Сказали такое, что он, вот смотрите, ни спать, ни есть не может, только вот слезы льет. Весь мокренький сидит, весь вот в слезах, в таких горьких, болезненных слезах. Ну-ка, девочки, вспоминайте, кого послали, кого заблокировали, кого лишили себя, общения с собой, да, допуск у кого забрали к себе. Это именно этот мужчина. Симпатичный, очень симпатичный, глаза красивые. Прям такой, знаете, прям видный парень, хочется сказать. На него женщины засматривались и засматривают по сей день. А вот он, кроме вас, никого больше и не видит. Вы для него одна единственная. Вот чтобы для себя знали. Мужчина, который вам нравился. Возможно, вы даже влюблены в него были. Но явно что-то между вами было. И вы его заблокировали, вы его послали. Вот он из-за вас так, девочки, переживает. Прям такая тоска. Прям ревет, как этот серый волк в лесу, да, на луну. Да, луна же, она красивая, луна, она высоко, до нее не дотянешься. Так и вы сейчас для этого мужчины словно бы луна. Сводите его с ума, а к себе не подпускаете. Вот он, бедненький, бедолашка, да, вот и страдает, сидит.
Ничего не хочется, ничего не радует. Ни друзья, ни какие-то возможности, ни деньги, ни женщины красивые. Вообще ничего не хочу. Вот вас он хочет, к вам он хочет. Какое-то событие произошло. Событие, которое вот прям точку поставило. А это так страшно, так страшно. Давайте я, наверное, это карты возьму, потому что я не могу понять, что случилось. И он молчит, как этот партизан, воды в рот набрал. Вот только показывает, что он хочет все изменить, как исправить, как в прошлое вернуться, чтобы что-то не сделать, либо не допустить чего-то. А вы на него страшно обиделись. Вы прям такая: все, не хочу ни видеть, ни слышать, не подходи. И никто мне ничего о нем не говорите. Я уши заткну и слушать не буду. Обида, да, это обида. Он вас обидел. Ну-ка, карты, хоть приблизительно покажите, что мужчина сделал, что натворил, что выкинул. За что вы так с ним? Опа. Ну вот я же говорю, вообще вы его похоронили, вы такая: нет, нет, только не он, только не с ним. Не, ну явно обманул, скорее всего обманул, может быть, женатым оказался. А может быть, мужчина вам сказал, что я вот жениться не хочу, я еще молодой. Я вот денег хочу заработать, я еще погулять хочу, повеселиться, покуролесить. Что он вам сказал? Тут у кого-то отыграется, да, вы же все разные, у каждого своя причина, что мужчина, допустим, оказался женатым, вот, а вам рассказывал, что нет, я чист, ни разу, никогда, может, даже паспорт типа чистый показывал, да? А может быть, прям в глаза смотрел и говорил: не-не-не, я не женат, никаких женщин нет. Также, возможно, например, мужчина вот отказался, да, ну, либо не отказался, а вот как-то так высказался, что я вот не хочу жениться, мне рано, хочу вот карьеру строить, опять же, я жизни еще не видел, да, вот что-то такое мог сказать, да, и вы такая: ну, пошел вон, раз ты такой. Может, обещал вам, да, обещал, и тут раз и такой: назад. Нет, типа, я молодой, мне еще рано, какие мне дети, какие дети, мне еще столько много дел нужно переделать, да, вот как обманул вас в чем-то. Обманул в чем-то, что вы не хотите простить, не готовы и не будете прощать. Вот как разочаровал вас очень сильно. Да, здесь именно обида-разочарование. А может быть, разочарование-обида, да, и так может отыграться. Ух ты. Не, ну вы прям очень на него разозлились. Если не сложно, напишите в комментариях, что он такое сделал, да, что вы его там по всем фронтам заблокировали. Знаете, прям все прочувствовал. Он все, девочки, прочувствовал. Возможно, ему и нужна была такая вот колоссальная встряска. Возможно, его нужно было в такую неудобную позу поставить, чтобы до него наконец-таки дошло. Дошло, кто вы такая, и что с вами так нельзя. Вообще ни с кем так нельзя. А с вами тем более так нельзя. А у кого-то еще отыграется, что у мужчины в момент, вот, да, когда вы его послали, он же думал, что все, вы же никуда не денетесь, да, что вы уже все у него в кармане, что вы ему там всецело поверили. Можно делать с вами что хочешь, да, на что угодно можно вас уговорить. И тут на тебе от вас такой вот прям удар ему пошел. Удар прям и правое, и левое, и подых. И у него дыхание сбилось, он на колени упал. И он такой: боже, вот эта женщина, да, а я эту женщину обманул. Либо я позволил себе этой женщине вот такое вот сказать. Вот как пелена с глаз упала. Либо эти розовые очки с него слетели, отлетели и разбились. И он такой: боже, как я не видел, как я не понимал, как я не знал.
Ну, понимает, что он, конечно, виноват. Вот хочется ему все изменить, хочется вернуться в эту точку невозврата и все там изменить. Не говорить тех слов, которые он сказал, либо там, не знаю, броситься вам ноги, там, прости, родная, бес попутал, я вот тебе то-то, то-то не сказал, да, вот что-то предпринять ему очень хочется. Страдает он, потому что сам загубил свое счастье, да, собственными руками лишил себя прекрасной женщины, любви, счастья, будущего, семьи. Вот он это понимает. И от этого ему прям очень плохо, тошно, плохо. И ничего, как я уже сказала, его не радует. Прям как в огне себя ощущает. Вот как горит, понимаете? Вот горит, и ничто не может затушить этот огонь. Самоедством занимается. Ну, в принципе, да. Если это ты все сделал, конечно, кто виноват? Ты виноват. Нельзя было так поступать. В любви никто никого не должен обманывать. Ведь доверие – это такая хрупкая вещь. Ее нужно хранить, беречь, как хрустальную вазу. Может быть, и того хлеще. А вот он так поступил. Да. Знаете, у него сейчас как тупик. И он не может даже придумать, чтобы ему такого сделать, как вас назад вернуть. Как возвращать будем, да? А идей нет. Идей нет и боль. Только одна боль, а идей нет. Знаете, девочки, вот хотите верьте, хотите нет, но тучи эти разойдутся над его головой, над вашей головой. Я вижу, что судьба даст еще один шанс вашим отношениям. Нет, не вы, именно судьба, я правильно сказала. Вы такая принципиальная, у вас такой характер. Рассказала, значит, сделала, да? Сказала, как отрезала. Но у судьбы немножко другое видение и другие планы. Видите, вот они, вы вместе. Вы еще будете стоять вместе, у вас еще будут разговоры, диалоги. Общение между вами точно будет. И знаете, мужчину тут такого показывают, как будто бы он себя вот шкуру снимает, очищается перед вами. Может быть, он на что-то пойдет, на какие-то действия, поступки, и вы его простите. А может быть, он сможет найти какой-то способ перед вами оправдаться, либо выпросить у вас прощения, вымолить, да, не мытьем, так катаньем. Буду дежурить у нее под дверью, спать там на лестничной клетке, пока не выпрошу у нее прощения. Но вот мне идет, что встреча еще будет, что будут еще разговоры, у кого-то еще будет продолжение отношений. Мужчину точно знаете, вы его послали, вы его заблокировали. Может быть, даже это случилось как по интернету. Может быть, вы с ним в интернете познакомились, общались, и тут вы про него что-то узнали. А может быть, и вот в личной жизни, вот вместе были, и все было замечательно, пока он вам что-то не сказал, либо какой-то поступок не совершил. Да? Все ведь разные. Но судьба даст шанс. И вам шанс даст, и ему шанс даст. Такие встретились и познакомились вы не просто так. Не просто так. Может быть, вы со временем смягчитесь. Может быть, как-то по-другому посмотрите на ту ситуацию, которая приключилась. Может быть, увидите, что мужчина старается, меняется, другим становится, и скажете: давай попробуем, да? Но судьба точно сведет. Сведет, и как бы вы ни упирались, вам от этой встречи никуда не деться. Вот вижу, что вы вместе друг на друга смотрите и общаетесь. Еще должна вас предупредить, что у ваших отношений, да, непосредственно у вас и у этого мужчины, есть какой-то недоброжелатель, недоброжелательница. Здесь сугубо зависть показана. То есть, если это женщина, то она завидует тому, что вы вот такие красивые, влюбленные в друг друга, что у вас такая романтика, да, вот завидуют, что у вас есть, и у нее нет. Если это мужчина, то та же самая причина, да, скорее всего, у него нет отношений, либо этот мужчина, допустим, друг, да, может быть, друг против ваших отношений, но он против, потому что вы ему очень нравитесь. И он думает:
как же мне эта женщина нравится, как же я ее хочу, как же я влюбился в нее, да. А тут друг, да, и они вместе, ну блин, ну любовь же, да. И вот он, понимаете, как это собака на сене. И вроде друг, а вроде вы шикарная женщина, прекрасная, такая манкая, с ума сводящая. Вот. И он может быть против, он может этому своему другу там тоже как-то, знаете, там какие-то гадости говорить, либо на что-то подбивать. Вот. Ну, что есть, то есть. Вот есть кто-то, кто против ваших отношений. Вы должны об этом знать. И чем раньше вы поймете, кто, и дальше будете держаться от этого человека, сможете дистанцироваться, тем меньше проблем будет в ваших отношениях, тем меньше будет проблем у вашей пары. А вы точно пара. В глазах судьбы вы точно пара. Поймите мое слово. Еще сойдетесь, еще друг друга полюбите, да, еще вы его простите, либо дадите ему еще один шанс. По крайней мере, я это вижу. То, что между вами произошло, похоже на точку, но это и не точка, это все-таки запятая. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.